Плановый ремонт успешно завершен. Обогатительный комплекс номер 12 Удачнинского ГОК вновь взял нагрузку. Нынче ремонт продлился чуть меньше обычного. Все ли запланированные работы выполнены, узнавала Ирина Балкова. Новые конвейеры, отремонтированный приемный бункер и кровля. В этом году основные силы обогатителей и подрядчиков были кинуты на участок рудоподготовки. Именно там изначально запланировали самый большой объем работ, многие из которых возможно сделать только летом при полной остановке фабрики. Например, так происходит при ремонте одного из крупнейших узлов предприятия – дробилки. Когда ремонт стакана производится замена брони, после чего заливается бетоном. Зимой такого не получится просто произвести эти работы. На остальных участках можно поменять в процессе работы что-то, но здесь так не получится. Зимой, во-первых, не остановишь это все дело. Ну и, как правило, это раз в год делается ремонт в течение 2-3 недель. Большую работу проделали и на мельницах мокрого самоизмельчения, а также по насосному парку. В этом году был такой пункт, мы даже обтягивали мельницы, меняли футировку силами УРСЦ. Крутили трубы, меняли футировку в разгрузочных бункерах. Ну и все по цепочке до насосного отделения. Магистрали меняли, ремонт большой был зумфах. Заменили рабочие органы насосов, которые качают с 1-й, 2-й, 3-й стадии. Ну и так потихоньку обогащение. Сейчас ремонтники меняют кровлю. До наступления холодов планируют заменить 7000 квадратных метров. Нынче период паводка совпал со временной плановой остановкой фабрики. Это позволило избежать снижения ее загрузки, так как во время распутицы единственный технологический проезд закрывается и руду с месторождения возить невозможно. Ирина Балкова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».